Ну, поскольку мы находимся в городе Балхаш, еще раз скажу. Значит, то есть вот те меры, о которых я говорю, что массовый переход на автономные системы жизнеобеспечения, объединение с единомышленниками, потому что в одиночку сложно это делать, в том числе, например, защищаться от мародерства или от стихийных бедствий, то эти все меры, они сегодня тоже недостаточны. Потому что Балхаш, город Балхаш, балхашцы, так же, как и каргандинцы и алматинцы, они зависимы, они объединены, все они находятся в единой природной экосистеме, Балхашском бассейне, Балхаш-Алакойском бассейне. Единая природная экосистема означает, что значит, мне эффективнее, выгоднее и надежнее принимать планы такие не автономные, отдельные, то есть помимо автономных, принимать планы вместе с соседями, которые находятся во всем этом бассейне. То есть невозможно принимать меры по водосбережению или защите от ЧС, если вы не знаете, если соседняя область строит какие-то новые дамбы и плотины, которые увеличат эту опасность. То есть должно быть все согласовано. То есть бассейновый подход – это является главным условием для адаптации. То есть адаптация не на основе наших прежних промышленных инфраструктур, а адаптация более надежная на основе природных процессов. То есть природа, изменение климата как природный процесс и адаптация к нему на основе природных процессов, они являются более надежным выходом для вот этих решений. Есть масса предложений, каким образом адаптироваться на основе природных процессов. Например, не строить какие-то защитные дамбы от селевых потоков или от затоплений, а восстанавливать леса, поймы лесов, пойменные леса, значит, восстанавливать растительность, которая гораздо лучше справляется с регулированием потока воды, с их задержанием и их очисткой. То есть вот эти природные процессы, связанные с почвой, лесами, значит, озерами, восстановление естественных режимов рек вместо прежних политик перегораживания многочисленными дамбами, плотинами, водохранилищами, которые являются тромбами в живом теле организма. Вот это все надо пересматривать и, значит, и подстраивать нужды человека, хозяйственную деятельность под эти природные процессы. Вот то, что должно быть сделано в связи с этими явными, сильными знаками со стороны биосферы, со стороны природы для человечества. Ну, в этом бассейновом плане, конечно, должны быть охвачены все моменты, начиная с прогнозирования и мониторинга за скоростью таяния ледников, от которых зависит питание озера Балхаш, совместно вместе с Китаем. Должны быть планы и прогнозирование, значит, каким образом можно использовать вот эти нерегулируемые и представляющие опасность паводки, которые каждый год затапливают города, поселки с многочисленными многомиллиардными ущербами. Во всем мире есть технологии использования этих паводков, закачивания их в специальные резервуары. И, значит, в таких странах, как Финляндия, США, Канада, Европа, европейские страны, они успешно уже используют вот эти природные процессы для того, чтобы превращать опасность в благо. То есть необходимо вот эти технологии новые применять, и они являются, они известны, то есть это не ноу-хау, они работают во всем мире уже много лет. Поэтому здесь, но эти технологии, они, их условием, еще раз повторяю, является создание вот этого нового формата управления. В существующем формате управления, где все разделены, и их бизнес основан на максимальном заборе воды, на максимальной эксплуатации земли, на вырубке лесов, на специально спровоцированных пожарах лесов, на, значит, охоте, извлечении рыбы максимальной. Вот эти все технологии, они не нужны, они будут отторгаться. Все эти ноу-хау, предложения, они в этой действующей системе просто не нужны. Там не нужны научные исследования, там не нужны молодые кадры, экологи, биологи, зоологи, географы и экономисты. То есть они просто там не нужны, потому что в этой системе, значит, они просто не востребованы. Поэтому ключевым условием вот этих всех изменений, адаптации
реформирования водной политики, экологической политики, перехода на бассейное управление, зеленой экономики, повышение образования, проведение научных исследований являются вот эти переход от прежних форматов управления, структуры управления, которые, как бы я говорил, построены на ресурсном, отраслевом, краткосрочных подходах, к совместному бассейновому, социальному, то есть вовлечением людей, малого среднего бизнеса, предприятий, всех игроков в это управление как хозяев единых и совместного принятия решений с учетом интересов всех сторон. То есть главным ответом на все эти вызовы является коренная реформа систем управления, которые были ранее созданы в условиях мнимого, безграничного возможности природы и природных ресурсов. В 2013 году международные организации по заказу правительства проводили исследования водного сектора. Так они называли deep diving, глубокое погружение. И они анализировали все с помощью своих моделей, анализировали процессы, связанные с изменением водности, таянием ледников, ростом экономических потребностей, ростом населения людей, отношения между странами, анализ технологий, которые применялись в странах для полива и так далее. И вот эти все факторы, они сделали, наложили друг на друга и показали, что дефицит воды будет возрастать, и главным фактором этого роста дефицита воды они в то время называли сокращение трансграничного стока. То есть Казахстан зависит очень сильно от соседних стран, почти на половину ресурсов это трансграничный сток со стороны стран Центральной Азии, Китая, России. И, все эти годы со всеми этими странами считается, что есть хорошие отношения, договора, совместные комиссии, рабочие группы, обмен информацией. Но если брать за индикатор не бумажные успехи, а количество воды, которое поступает с сопредельных территорий, то оказывается, что мы все эти годы, наши отношения не давали результата. Трансграничный сток с каждым годом по всем трансграничным рекам и сокращался. И сокращается. То есть механизмы для урегулирования этих отношений, понятно, что там тоже растут потребности на воду, но мы же говорим о сохранении, о воде, необходимой для сохранения конечных получателей этой воды, то есть водоемы, такие как Аральское море, Балхаш, Каспий, Урал, дельта реки Урал. То есть мы же, если мы не пропускаем воду до конечных природных объектов, то мы опять-таки нарушаем равновесие во всем бассейне, и в итоге в коллапс приходит вся экономическая деятельность вне зависимости от границ верхняя или нижняя страна. Вот это понимание должно быть доведено до всех стран, и они для этого на основе этого понимания должны выработать новые формат отношений между странами. Не разделение воды, кто сколько воды заберет, чтобы добить этот природный объект, то есть на экономические нужды, то есть извлечение погони за прибылями, за ростом ВВП, увеличением производства хлопка, риса, других культур. То есть они должны договориться, что есть какой-то минимум, за который они не должны выходить. И этот минимум должен поддерживаться их отношениями, фиксироваться и контролироваться. Но для этого в мировой практике есть сотни международных бассейнов, трансграничных бассейнов, где различные механизмы опробованы и работают. Но главным принципом из них являлось международное водное право и вододеление. То есть страны в бассейне делили долю воды, закрепляли это в протоколах, соглашениях, и затем на ежегодных встречах корректировали с учетом изменений природных условий. Но это все работало в условиях достаточного количества воды. С ростом дефицита воды все международное право отбрасывается. Когда народ начинает голодать,
выходить на улицы с мотыгами друг против друга, все международное право летит. Поэтому здесь должны быть уже с учетом этого изменены форматы отношений. И наилучшим способом, он тоже закреплен во многих международных бассейнах и известен, является, еще раз повторяюсь, совместное управление. Совместное управление всем бассейном, независимо от границ, вверху или внизу, независимо от секторов, для ГЭС или для ирригации, или для рыбного хозяйства, вместе все страны-водопользователи совместно решают, где и каким образом использовать воду, чтобы не подорвать корни, вот эту природную основу для сохранения равновесия, сохранения жизни и экономической деятельности. То есть трансграничные отношения, которые у нас существуют между нашими странами и во многих странах мира, построенные на вододелении, они сегодня уже не работают. Они должны быть заменены. И это, по сути дела, основа для новой системы государственного управления. То есть государственное управление должно быть построено не по принципу разделения бюджета между энергетикой, школами, больницами, экологией и так далее, а должно быть переход в управление на основе природных процессов. Наше управление должно быть подчинено природным процессам. Природные процессы, они являются независимыми от наших приказов, законов и конституций. И они сегодня явно показывают, что человек нарушает это равновесие. И у природы мощи для того, чтобы остановить человечество, достаточно в разы, как считали физики, 10-14 степени мощнее природы, чем вся современная цивилизация, созданная человечеством, включая компьютеры, IT-технологии и так далее. Поэтому здесь вот это понимание зависимости человека и человечества от природы и подчинение всех систем, которые создал человек в виде финансирования законов, регулирования, добычи ресурсов, производства продуктов питания, промышленных производства, они все должны быть подчинены природным процессам, не нарушать их и вписываться в эти природные процессы. Это то, о чем говорил еще Вернадский, переход от антропоцентризма, где человек, царь природы, берет все ресурсы для себя, сколько ему неограниченно нужно, переход к биоцентризму, когда в центре становится природа, а человек займет свое положенное место как часть биосферы, часть природы. И в этом заключается вот этот большой переход, который должно человечество совершить, но или рухнет, если оно не сделает нужных изменений. Значит, что нужно делать? Во-первых, люди на местах должны, и не на местах, и в правительствах, и в международных организациях должны осознать серьезность вот этого нарушения экологического, водного и климатического равновесия на планете. И оно охватит все страны, независимо от их уровня жизни, богатства, в горах ли они находятся, в Африке или в пустынях. Значит, то есть должен быть создан общепланетарный механизм совместного реагирования на эти кризисы, включая привлечение и объединение всех лучших научных центров для прогнозирования, выработки рекомендаций. Должна быть сделана зеленая дорога доступным технологиям, которые основаны на водосбережении, энергосбережении, использовании возобновляемых источников энергии и других. Должны быть массово сейчас объединены и усилены все программы образования для детей, взрослых, министров, подготовки кадров и так далее. То есть с учетом этих элементов, потому что система образования по-прежнему ориентирует людей в институтах, университетах, технических вузах, они ориентируют на прежние подходы. Вопросы вот этого экологических ограничений, учет экологического фактора, они должны быть не то что включены в эти программы, как мы раньше говорили, они должны быть просто главенствующими, подчинять вот это все программы обучения, чтобы люди понимали,
перестраивали свои системы образования с учетом вот этих важных, жизненно важных факторов. Третье, то есть технологии, обучение. Должны быть созданы специальные тренинговые центры на местах, которые помогают людям в передаче технологий, в обучении, в сервисных обслуживании этих технологий. Конечно, должны быть изменен порядок и процедуры трансграничных отношений на основе совместного целостного управления. И должны быть изменены стимулы, определяющие мотивы поведения людей. То есть мы сколько угодно можем написать вот таких стратегий, программ, давать рекомендации, но все определяется тем, какие приоритеты человека. То есть вот вы встаете утром, и вы определяете, считаете количество калорий, свой вес, курс доллара или тенге, но никто из вас не думает, не заботится, что происходит, какие изменения происходят с биосферой, с Аральским морем, Балхашом, Каспием, рекой, водоемом и так далее. То есть мы отчуждены от этого всего. И отчуждены не потому, что мы не понимаем. То есть есть ученые, специалисты, министры, которые на работе этим занимаются, но домой они приходят и занимаются опять, у них в приоритете главные цели, среди которых экономические цели. То есть каким образом это можно изменить? Есть рекомендации и опыт, что вы должны быть хозяевами территории, на которой проживаете. Если вы хозяин территории, то вы тогда уже не пройдете мимо тех, кто рубит дерево на вашей территории, выбрасывает мусор или загрязняет реку. То есть вы становитесь хозяином ее, и вы начинаете защищать ее как собственную квартиру. То есть что для этого надо, чтобы вы были хозяином территории? Вы должны быть акционером. Акционером так же, как и другие люди, предприятия, организации, государства. То есть это объединение всех сторон, всех ключевых групп для совместного управления и совместного и пользования, и владения. И такие примеры тоже есть. Например, в США еще с 1933 года существует управление бассейном реки Теннесси, где все пользователи, те, кто раньше производил удобрения химические, ловил рыбу, рубил древесину, заготавливал древесину или промышленные предприятия, они объединились, получили специальным законом Конгресса США права на пользование, долгосрочное пользование как акционеры, и они мгновенно пересмотрели свои отношения, прекратили конфликты и совместно выработали стратегию, каким образом им наилучшим образом обеспечивать экономические потребности, при этом сохранять и восстанавливать природную основу. То есть этот опыт сегодня, это корпорация долины Теннесси, она является государством в государстве. Оно не то, что решило все социальные и экологические проблемы, но она софинансирует и помогает всем штатам, входящим в этот бассейн. То есть еще финансирует эти штаты. То есть если дать вот такие полномочия людям, которые станут вместо того, чтобы вредить природе, забирать, разрушать, стараться что-то изъять для себя, то их поведение меняется, и это поведение, оно является основой для изменения поведений организаций, предприятий, государств, министерств и всех мировых международных органов. То есть в основе этих изменений лежат ценности и поведение людей. И ценности эти менять надо не лекциями образования, а наделением ответственности, прав и права собственности, чтобы люди были хозяевами земли. Только это поменяет их поведение, они изменят всю систему, структуру и мирового управления, и национального управления, и международных отношений, прекратят все конфликты и начнут заботиться о земле как о собственном теле.